Минувшая ночь в Жанаозене прошла без происшествий. Новых фактов мародерства, а также других нештатных ситуаций не зафиксировано. Сотрудники правоохранительных органов положение в городе в целом оценивают как стабильное. Население постепенно привыкает к комендантскому часу, но, судя по всему, люди еще не отошли от шока. Эта моральная оценка очень отрицательная. Мы даже не ожидали, что действительно 16 декабря это исполняется 20 лет нашему Казахстану. Это невозможно. Это, я не знаю, мы сейчас, например, в таком волнении, что это врагу даже, мне кажется, не пожелаешь такое. Магазины и другие коммерческие структуры возобновили свою работу. Открылся и центральный рынок, куда из Актау доставляются продукты питания. Между тем, оперативники продолжают разыскивать организаторов и участников беспорядков, а также мародеров. Элитная гостиница в центре города вспыхнула одной из первых. И сегодня от некогда современного комплекса, оборудованного дорогой мебелью и хорошей техникой, остался лишь голый каркас. На сегодня по фактам грабежа задержаны 10 человек, на них возбуждены уголовные дела, а также выявлены 50 участников беспорядков. Сейчас движение автотранспорта в городе ограничено, ведется круглосуточное патрулирование. Чтобы громить свой город и ни в чем не повинных людей, например, магазины или другие офисы сжигать, это неправильно. И я не слышала ни одного человека, который одобряет их действия. Все только осуждают. Как мы уже сообщали, завтра состоится заседание правительства, на котором будет решен вопрос выделения средств на восстановление разрушенных объектов. Члены комиссии, работающие сейчас в Жанаозене, определили объем расходов на ремонтные работы. С принятием постановления правительства начнутся восстановительные работы в Жанаозене. Арман Ижанов, Ренат Садыров, агентство Хабар из Жанаозене, Мангистауской области.